В этом году для совершения хаджа ингушским паломникам выделена квота на 1400 мест. Если желающих посетить святые места Мекки и Медины станет намного больше, квота будет увеличена. Также здесь на совещании обсуждают и организационные вопросы. К примеру, какую одежду с собой может взять паломник на хадж или как ориентироваться по святым местам. В прошлом году в хадж отправились 950 жителей нашей республики. В этом году ожидается столько же паломников. Поэтому для того, чтобы один из обязательных столбов ислама, паломники из Ингушетии исполнили в комфортных условиях, Минас собрал в одном зале представителей различных министерств и ведомств, которые разрабатывают организационные моменты хаджа. По поручению главы Республики Ингушетия создан комитет по хаджу, который будет обеспечивать проведение хаджа в Республике Ингушетия. Сегодня мы обсуждаем вопросы о том, как лучше провести этот хадж, чтобы наши паломники были довольны. На территории Республики Ингушетия это уже не первый раз мы это делаем. Обеспечиваем международную зону в аэропорту Магас для того, чтобы наши паломники могли вылететь напрямую из Магаса в Джидду либо в Медину. Чтобы не повторялись ошибки, которые часто совершают паломники по прибытию в Мекку и Медину, необходимо прочитать ознакомительную литературу, которую предоставит паломникам комитет по хаджу республики. Человек не должен теряться, он постоянно должен быть внимательным, должен сосредотачиваться в тех или иных случаях, чтобы не потеряться в толпе. Потом он должен строго выполнять те предписания, которые им диктуют те руководители, которые их ведут. Вот если он что-то из них пропустит, потом бывает, я не услышал, я не расслышал, я не обратил внимания. В общем, я бы посоветовал, чтобы человек был повнимательный, чтобы он повнимательно изучил литературу. Для совершения хаджа будут организованы прямые чартерные рейсы из Ингушетии Магас-Медина. На совещании присутствует и директор аэропорта Магас Ваха Евлоев, который рассказал собравшимся, как обстоят дела с предстоящими рейсами. Обслуживать ингушских паломников будет авиакомпания «Ютайр». Вопросы организации в аэропорту Магас паспортного режима уже решены. У вас работа когда начинается? Или уже начитали? Уже начитал. Тогда горячая линия должна быть, Руслан. Есть горячая линия, по которым люди могут обращаться к вам? Есть. Ну, вы по телевидению и печатное издание, где полностью опубликуйте свои телефоны или сайт вашего именно. Хотя и до хаджа остается много времени, предстоит большая работа по организации поездки для паломников, обеспечению их транспортом, необходимыми медикаментами. Большая работа предстоит и таможенной службе. Комитет по хаджу разрабатывает путевки для паломников, чтобы все было доступно и не пришлось тратить большие средства на такси. Ну а работа по приему документов от паломников в комитете по хаджу уже началась. Оплата на самолет езги в гостинице сбол сатары сболчак баку болуш. Здехали толкдалт агидмц. Ошер суахка тайныз дамы кватчы нага условиж меттик дая хажат делт агидмц. Каряз буатыш ер бердиян недостаток хаюатыш мхуддас но далидис издаяга из меттик на высшем уровне сан из хажул чактакит. В России также выработан уникальный опыт взаимодействия духовных управлений мусульман и органов государственной власти в вопросах подготовки проведения хаджа. По оценкам Министерства хаджа Королевства Саудовская Аравия, по итогам кампании последних нескольких лет хадж-миссия России признавалась одной из лучших. Ну а я напомню, что первые паломники из Ингушетии отправятся в хадж в июле этого года. Рина Цычоева, Адам Далаков, Новости 24.